В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лола. Здравствуйте. Одна из главных тем недели по-прежнему парламентские выборы. Процесс регистрации кандидатов в депутаты продолжается. Он должен завершиться 2 марта. Вовсю идет агитационная кампания. Кандидаты в депутаты встречаются с избирателями непосредственно по месту их жительства и разъясняют свою программу. На телевидении транслируются агитационные ролики и идут телевизионные дебаты с участием кандидатов. Мы продолжаем анализировать избирательную кампанию, говорить о роли парламента в жизни общества и о том, каким должен быть новый созыв парламента. К этой теме мы еще вернемся, а пока Ирина Аржба напомнит основные события недели. Президент Рауль Хаджимба дал интервью АГТРК, в котором говорил о главном политическом событии республики, о ходе избирательной кампании и предстоящих выборах в Народное собрание Абхазии. Президент, в частности, высказался против снятия неприкосновенности с депутатов парламента и лишения их льгот, как ранее предложила группа граждан. Народ должен выбирать депутатов не по родственным и не по финансовым возможностям и не по тем обещаниям, которые даются. А именно, вот, смотря на то, насколько человек готов, насколько он понимает, зачем он идет в парламент. Овощеводство и плодоводство, рыбная отрасль и аквакультура могут стать ведущими в экономике страны. Рабочая группа при Министерстве экономики Абхазии и консалтинговая компания Strategy Partners Group презентовали в рамках программы развития экономики республики до 2025 года перспективные направления сельскохозяйственного сектора. Одной из самых серьезных проблем для сельского хозяйства Абхазии является дефицит дешевых и долгосрочных кредитов, отмечалось на заседании. Программа «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года» была представлена президенту Раулю Хаджимба. Основные секторы развития в соответствии с программой – туризм, сельское хозяйство, производство строительных материалов и продуктов питания. Сектором будущего роста может стать сфера информационных технологий. Рауль Хаджимба поручил Кабинету министров разработать план действий по реализации программы. Нам необходимо все-таки переходить к тому, что мы процессы управления государством переводим на рельсы программного поступательного развития. С этого года вступил в силу новый Трудовой кодекс Абхазии. В законе предусмотрены права работодателя и работника. С учетом того, что у работодателей очень много прав, государство обязано защищать права работников, сказали представители Министерства труда, занятости и социального обеспечения на пресс-конференции в информационном агентстве «Спутник». Законодательство о труде состоит в том, чтобы не позволить работодателю и работнику нарушать права друг друга. На этой неделе активно обсуждался арест ранее разыскиваемого Нодика Квитения, обвиненного в двойном убийстве. Информацию об этом 22 февраля распространила пресс-служба МВД Республики. В сообщении говорится, что в ходе реализации оперативной информации Нодик Квитения был задержан в городе Сухум сотрудниками Управления уголовного розыска МВД и водворен в ВВС МВД. Работа МВД в целом признана удовлетворительной. На заседании коллегии Министерства внутренних дел были подведены итоги работы ведомства за 2016 год. Президент Рауль Хаджимба, принимавший участие в коллегии, подчеркнул, что для повышения эффективности взаимодействия Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и судебных органов необходимо качественное выполнение своей работы каждым ведомством. На заседании была представлена положительная динамика зарегистрированных преступлений за прошлый год, а также их раскрываемость по сравнению с 2015 годом. Итоги работы за 2016 год подвел и Государственный таможенный комитет. Показатели по начислению таможенных платежей выполнены на 95%. В республиканский бюджет перечислено 1 миллиард 705 миллионов рублей, что на 792 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое резкое увеличение собираемости таможенных платежей напрямую связано с вступлением в действие с 1 января 2016 года Закона Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость. На выездном рабочем совещании в администрации Чемчирского района премьер-министр Абхазии Бестан Барцыц обсудил с представителями местных органов власти итоги выполнения инвестпрограммы 2016 года и планы на 2017 год. Глава правительства также посетил несколько сельскохозяйственных объектов Чемчирского района.
Выставка работ от ГУРа Ампар и Баталы Джапу открылась на этой неделе в Центральном выставочном зале. Более 60 работ в стиле абстрактной живописи и графики были представлены на суд зрителей. В течение 2 недель любители искусства смогут ознакомиться с творчеством известных абхазских художников. Арда Ашуба, кандидат филологических наук, декан филологического факультета АГУ, избран директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. Теперь его кандидатура должна быть утверждена на заседании Президиума Академии наук Абхазии. Это основные события уходящей недели, а сейчас вернемся к главному политическому событию в республике – выборам в парламент. Предвыборную неделю подытожит Белла Кварчия. Остался позади период регистрации инициативных групп и партий, которые выдвинули своих претендентов на место в Народном собрании. ЦИК республики пока не всем вручил кандидатские удостоверения. Идет процесс регистрации кандидатов, который завершится 2 марта. Конкуренция за место в парламенте высокая, хотя рекорда по количеству кандидатов, вопреки прогнозам аналитиков, не случилось. На сегодня 136 человек зарегистрированы от инициативных групп, по партийным спискам 25. Один кандидат, Дмитрий Мужба, который баллотировался по 18-му избирательному округу, снял свою кандидатуру. Предвыборную кампанию продолжают активно комментировать эксперты, представители общественных организаций, ученые. Они делятся мнением о том, какую роль в жизни страны должен играть парламент и его представители. На фоне подготовки к выборам бурно обсуждалась избирательная система нашей страны, в том числе и в социальных сетях. Предлагалось, к примеру, в срочном порядке принять поправки к закону о статусе депутата Народного собрания, который установил бы некий ценз для людей, намеренных прийти в парламент, а также отменил бы ряд депутатских привилегий. Однако инициативу не поддержали в Народном собрании, против нее высказался ряд экспертов, и на данный момент эту идею уже практически не обсуждают. Зато пристально следят за выступлениями кандидатов в прямом эфире на теледебатах, которые ежедневно транслируют оба телеканала страны. От самых нелицеприятных до хвалебных таков диапазон откликов. Цитируются высказывания кандидатов, оценивается все – манера держаться, речь, качество идей и прочее. Во время опроса на улицах столицы потенциальные избиратели говорили о том, что ждут от будущего парламента и его депутатов, оценивали, как идут выступления кандидатов в прямом эфире. Ждем, чтобы умные, нормальные, грамотные люди в парламент пришли, и чтобы наша республика процветала. Многие не приходят, не считают нужным, вообще нужно приходить. Вчера как раз была такая тема, приглашают и не приходят. Надо приходить, свое мнение говорить, как они относятся к выборам, как они будут, что будут делать для нас. Я для себя уже решила, за кого буду голосовать, и мое мнение пока не изменилось, даже после дебатов. Поэтому я верю в то, что мой голос важен. Хотелось бы, чтобы побольше молодых было. Перспективные ребята, которые более патриотично, может быть, относятся к нашей стране. Какое у вас впечатление вообще о людях, которые идут в парламент? Поменялось ли оно после теледебатов или же это не имеет особого значения? Я до теледебатов определилась, и поэтому, грубо говоря, сами дебаты, они, конечно, я думаю, больше улучшают, нашу точку зрения, потому что люди проявляют себя, отвечая на вопросы те или иные. Но в целом я была уверена в своем выборе изначально, и они не изменят мою точку зрения. Посмотрим, как это. Сейчас они будут выступать, потом только можем сказать. А сейчас я пока слушаю, как они выступают и какие программы выдвигают. Я потом с удовольствием буду скажу и за кого голосовать, выясню. Критических отзывов тоже хватало. Люди говорили о разочарованности, о том, что не интересуются выборами, о сомнениях в компетентности кандидатов. Я не смотрела эти теледебаты, мне не интересно, честно говоря, в этом году. Почему? Почему отсутствует такой у вас интерес? Вы не собираетесь идти голосовать? Я пока не знаю, может быть, я и пойду, но смотреть теледебаты мне не интересно. Мне кажется, эти кандидаты не подготовлены к этим выборам, и они не подходят для парламента. Мне они не интересны, слишком молодые, без опыта, мне кажется. И они идут в парламент не для того, наверное, зачем надо идти. Хотелось бы ждать от них много хорошего, чтобы они на самом деле не говорили впустую, а хотя бы хоть 50% обещанного выполняли. Половина не приходит почему-то по разным причинам, наверное. Свои причины у всех.
хотя что бы вы считаете о тех, со своего округа, но остальных хоть видим в лицо. По-любому мы всех не знаем, кто как умеет говорить, как может преподнести себя. Это тоже многое значит. Я, если честно, не особо интересуюсь этим. Почему? Не знаю. Вы не пойдете голосовать? Наверное, нет. А почему вы так решили? Ну, как бы, потому что я не думаю, что это что-то особо изменит. Ну, я не политический человек, не знаю, как-то не интересуюсь просто политикой вообще. Не следите? Нет. Скажите, пожалуйста, а вообще голосовать будете на парламентских выборах? Думаю, да. А скажите, что вы думаете вообще о тех людях, о том контингенте, который вот в этом году Вообще стал ничего кандидатом? Ну как вообще ничего не Вообще думаете? ничего не думаю. Нет никакой оценки? Только одному человеку есть оценка. Люди не понимают, куда они идут, зачем идут. Они думают, что это какая-то тусовочная организация, в которой престижно сидят в хорошем костюмчике и так далее. Абсолютно не понимая, какую ответственность они несут перед страной, перед государством, перед обществом. Вы Абсолютно делаете не такие понимаю. выводы на основе того, что На вы слышите? основе разговоров, которые не ведут в прямом эфире. Они понятия не имеют, о чем говорят. Я не говорю обо всех. Тем не менее, все опрошенные, даже критически настроенные, говорили о надежде и о том, что верят в то, что в парламент придут достойные люди. Есть у меня надежда маломальская, она чуть-чуть теплится, что мы, может быть, все-таки сможем собрать вокруг парламента более-менее значимых людей, людей ответственных за судьбу государства и ответственных перед обществом. Я все-таки на это надеюсь, хотя особой такой надежды у меня нет. Но я считаю, что каждый имеет шанс, и люди, которые как минимум проявили активность, я считаю, они заслуживают уважения, и если они хотят во благо страны своей что-то сделать, то это хорошо, это нужно, я думаю, оценить. Человек всегда надеется на что-то хорошее, так и я. Надежда умирает последней, как говорится. Надеемся, что придут все же здравые, хорошие люди, которые не только о себе будут думать, и своих корыстных, как говорится, выгодах, но и о народе, действительно о своей родине. Тебе люди доверили, как говорится, надеяться на тебя, надо оправдывать. Желаю всем удачи, все наши братья пускай идут и выигрывают, и нас радуют. В целом, что вы Качественная, компетентная работа, чтобы они делали то, ради чего они туда идут, то есть работали во благо Родины. До парламентских выборов осталось совсем немного. Для того, чтобы решить, за кого отдать свой голос, есть еще 10 дней. Затем слово за избирателями. Белла Кварча, Беслан Джинджоля для событий недели. О системе выборов, о роли парламента в жизни страны. Эти и другие темы мы обсудим с гостем нашей студии. Заведующей кафедрой гражданского права и процесса АГУ Людмила Ходжашвили. Здравствуйте, Людмила Платоновна. Здравствуйте. Людмила Платоновна, мы продолжаем на нашем канале обсуждать тему выборов. Начались публичные теледебаты, и такое в обществе сложилось ощущение, что не все кандидаты понимают роль и функции парламента. А парламент, между тем, это высший представительный законодательный орган власти. Вот на ваш взгляд, какие у вас ощущения складываются? Демократически избранный парламент – это общегосударственный представительный орган. А в отличие от исполнительной и судебной ветви власти, он призван выражать интересы и волю всего населения страны. Какие основные функции у парламента? Это, конечно же, законотворчество. Как вообще, вот многие, наверное, кандидаты не представляют, как вообще происходит, кто представляет законопроекты, как рождаются вообще законопроекты. Мы, поскольку практики знаем и говорим об этом в аудитории, это, конечно, сложный процесс, на самом деле сложный процесс. И для этого инициатором, конечно же, является сам парламент. При необходимости того или иного закона парламент инициирует данный проект закона и отправляет в головной комитет для того, чтобы уже головной комитет определил по структуре, к какому комитету направить, и чтобы они непосредственно рассматривали данный законопроект. Ну, конечно же, создается комиссия.
создается рабочая группа, которая должна фактически работать над данным законопроектом. Это не легко, потому что для того, чтобы вообще создать начальную какую-то стадию, принять законопроект, это необходимо посмотреть, какие такого рода законы имеются в других государствах. Но мы должны изучать данный проект, чтобы этот закон был приемлем для нашего государства. Чтобы он потом работал. Потом работал, конечно же. Бывают комитетские слушания. В эту рабочую группу входит как аппарат Кабинета министров, так и сами депутаты, которые не входят в этот, но все равно работают над этим проектом закона. Представители государственной ветви власти, и, конечно же, те ведомства, которые непосредственно будут работать с этим законом. То есть они могут принимать участие, представлять какие-то свои замечания к этому проекту, участвовать в этих комитетах. Комитеты проводятся не раз, не два, могут сколько нужно, и столько они могут собираться. И, конечно же, законопроект, он рассматривается в определенные сроки, которые установлены законом, в течение 2 месяцев. В рабочей группе есть эксперты, которые дают заключение о возможности вообще принятия данного закона. Сроки, когда истекают, уже они принимают заключение уже, и затем представляют спикеру парламента, и далее спикер парламента уже распоряжается, чтобы данный законопроект был отправлен президенту республики, и раздаются эти проекты депутатам для того, чтобы они готовились к сессии. Это очень важный момент, потому что до назначения сессии, это в течение 5 дней, они должны прочитать, внести какие-то изменения, потому что в 3 чтениях проходит данный материал. После прохождения данного проекта в 1 и 2 чтении существует еще срок 2 месяца, где можно сократить срок, а можно и увеличить данный срок, поскольку с материалом еще нужно работать. Вот в 3 чтении проект полностью, он должен быть в полном объеме принят. Никаких изменений, никаких дополнений в статьях, разделах, главах не должно быть. И поэтому с законопроектом очень нужно работать серьезно. И работать не только той группе, которая непосредственно это само по приказу или там, указаниям этого комитета работают, а непосредственно всему составу, которые должны знать, что этот документ, вступая в силу, должен работать в полном объеме. Ну, как мы, журналисты, наблюдали, что бывали случаи, когда некоторые депутаты вообще впервые видели на сессиях, на заседаниях сессиях представленные проекты законов даже во 2 и 3 чтениях. Ну, к сожалению, такое бывает, но все депутаты и кандидаты депутатов, они должны знать о том, что с чем они будут сталкиваться, потому что насколько серьезно вообще это творческая работа, потому что подход неправильный, вот есть вот в практике. Принимаются законы, затем должны быть разработаны нормативно-правовая база к этому закону, правильно же? Как работать? Ну, например, какие-то положения, какие-то инструкции к этому закону. И когда уже начинает работать этот закон, и пробелы, которые были допущены в парламенте, они в практике уже выявляются, понимаете? И поэтому серьезный подход должен быть депутатов, председателей комитета, который непосредственно отвечает за данный проект. И, конечно же, существует контроль. Если закон вступил в силу, ясное дело, что депутаты, приняв такой закон и работав довольно-таки длительное время, должен контролировать, работает этот закон или не работает. Вы были министром юстиции и принимали участие практически во всех заседаниях сессии парламента. По вашим наблюдениям, насколько парламент использовал вот эти контролирующие свои функции? Все законопроекты вообще должны проходить через Министерство юстиции. То есть они поступают в Кабинет министров, а потом рассылаются по ведомствам. Ну, в первую очередь, конечно, Министерство юстиции.
Все проекты нами изучались, мы вносили поправки, общались, значит, с председателем комитета, который прислал и который инициировал данный законопроект. И многие наши проекты, они проходили, замечания по этим проектам проходили, то есть включали замечания именно в этот проект. Ну, я скажу, что на сегодняшний день хотелось бы, чтобы в эти комиссии включали практических работников, теоретических работников, даже преподавателей, которые непосредственно связаны с этими законами. И, конечно же, хочется, чтобы вот эти расширенные заседания комитетов, они на самом деле как-то не проводили в узком кругу, хотя и в комиссии указано много членов, да, и в комиссии должны присутствовать. Но на самом деле как-то получается, что непосредственно, который должен принимать участие, не всегда это в работе заметно. Я знаю, что специалистов АГУ не привлекали да, мы, например, к этой работе. Работники юридического факультета, преподаватели, в основном практические работники, мы бы с удовольствием изучали бы, подключались бы и приходили на комитетские слушания. На сегодняшний день есть какие-то упущения, потому что, может быть, нет опыта работы молодых депутатов, вот можно так сказать. Не потому, что они не хотят там приглашать и так далее. Может, какие-то вот такие моменты, они присутствуют. Вот. Но я считаю, что, и, наверное, в дальнейшем мы будем говорить о возрасте и так далее. Да. Вот. Есть такие моменты, которые все-таки надо рассматривать. Давайте вот об этих моментах тоже с вами поподробнее поговорим. Вы подробно объяснили, насколько серьезна и сложна эта законотворческая деятельность и насколько важен уровень, профессионализм и образование депутатов. В этой связи у меня вопрос. Нужно ли нам вводить образовательный возрастной ценз? Вот об этом бы хотелось поговорить. Этот вопрос часто в законе звучит. Понятен вопрос. В законе конкретно на сегодняшний день определен возрастной ценз, это 25 лет к моменту избрания. Но я считаю, что этот возраст надо увеличить до 30 лет, поскольку я считаю, что и образование должно быть лица, которые планируют быть депутатом, поскольку жизненный опыт должен быть, образование должно быть, какой-то опыт работы по своей специальности хотя бы. Вот такое у меня мнение. И, конечно же, депутат, работая с законопроектами, он разные законопроекты, он себя может применить в какой-то отрасли и будет свои знания, принесет пользу парламенту в составлении тех или иных документов, которые фактически рождаются в парламенте. И поэтому я считаю, что и образование должно быть высшее, и возрастной ценз должен быть рассмотрен, увеличен до 30 лет. Вот такого мнения я сегодня. Может, и кто-то скажет, может, и больше. Я считаю, что чем больше, тем лучше. Вот, потому что жизненный опыт у человека должен быть. Сегодня извините, наши студенты заканчивают вузы, высшие учебные заведения 21-22 года. Что он за 3 года по своей специальности, какой опыт он наберет, и какую он пользу может сегодня принести в парламенте. Вот на самом деле вот так посмотреть реально. И поэтому эти вопросы, конечно же, надо рассматривать и вносить изменения. В парламенте люди какой специальности должны быть? Это больше юристов, экономистов? Юристы, экономисты и другие должны быть специалисты. По здравоохранению, например. У нас же многие законы, многие положения, надо все равно как-то регулировать. Понимаете, не только юристы и экономисты, и другие специальности должны быть. Поднимается вопрос о льготах и привилегиях депутатам. Об этом уже много раз говорили, и все равно я у вас это спрошу. На ваш взгляд, нужно ли отменять привилегии депутатам? Я думаю, да. А какие именно привилегии нужно отменить? Например, мы говорим, что депутаты, неприкосновенность депутатов. Но это такие же люди, как мы все. Почему именно это неприкосновенность и так далее?
нет необходимости. Вот в этом плане. Все остальное, в принципе, льготы, там какие-то другие моменты, они как и в судебной ветви власти, так и тут присутствуют. Вот эта норма, она присутствует во многих европейских странах, неприкосновенность. Ну, это мое мнение. Конечно, оно может быть это самое обсуждено в кругу других лиц и так далее. Я считаю, что эту норму можно исключить. Понятно. Просто. А право отзыва депутата? Нужно вводить? Ну, я думаю, что можно ввести. И, ну, надо более так четко подойти, в каких случаях и тому подобное. Более так надо поработать для того, чтобы это было отражено вот, в соответствии с законами нашей республики. По новому законодательству избирательному в парламент не могут баллотироваться наркоманы, алкоголики, люди с психическими расстройствами. Не считаете ли вы нужным какие-то еще дополнительные фильтры или механизмы ввести в закон, чтобы по факту в парламент не попадали вот люди именно этой категории? Или в законе достаточные механизмы и ничего не нужно вводить? Ну, эти люди, они не могут проходить вообще, быть избранными. Ну как вообще вот поступить с теми, которые проходят, потребляют наркотики и каким-то образом избираются и становятся депутатами нашего парламента? Ну, честно говоря, как и судьи, почему бы им не проходить во время вот именно предвыборной кампании, вот, сдать анализы, проверить их и так далее. Но это, конечно, механизм немножко может быть и сложный, но я вообще считаю, что вот внезапно, если даже они прошли, их можно всегда проверить внезапными проверками. Не только в парламенте, а в учебных заведениях, на предприятиях, учреждениях, начиная с руководителей и заканчивая техническими работниками. Вот такой, если будет какой-то механизм работать здравоохранения, я думаю, что они, наверное, тоже подумают, и думаю, что уже думают об этом давным-давно, потому что слишком много их стало в нашей республике. Я думаю, что какой-то эффект в этом будет. И у меня последний к вам вопрос. Большое количество кандидатов в депутаты. Как избирателю разобраться, какой из кандидатов будет полезен? Я думаю, что избиратель должен сделать осознанный выбор, потому что это его будущее. Вот. Несмотря на какие-то родственные отношения, несмотря на то, что соседи там или знакомые, близкие и так далее. Просто нужно осознанно сделать выбор и знать, что этот человек будет работать в парламенте, будет какая-то польза от него. На что избирателю обращать внимание? Да. На биографию, во-первых, внимательно смотреть теледебаты. Внимание, может быть, не всегда, некоторые теряются на телевидении, честно говоря. Может быть, на образование. Вообще, мы же настолько все друг друга знаем. Какая семья, и порядочность, чем человек занимался все это время, какая польза была вообще, в конце концов, от этого человека. И вот с учетом всего этого, отзывы каких-то соседей, мы же знаем, кто на нашем участке, во всяком случае, избирается. И каждый избиратель знает своих. Вот поэтому с учетом этого и вот должен быть такой подход. Спасибо, Людмила Платоновна. Спасибо за то, что нашли время, пришли и Спасибо вам. Поговорили с нами на эту важную тему. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях была заведующая кафедрой гражданского права и процесса АГУ Людмила Ходжашвили. Мы продолжаем выпуск. В ночь с 18 на 19 февраля была остановлена Ингурская ГЭС для проведения мониторинга деривационного туннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией. Осмотр туннеля будет завершен 26 февраля. На его заполнение водой уйдет 4 дня, 1 день на открытие заторов. 3 марта станция вновь заработает. На период остановки ГЭС Абхазия получает электроэнергию из России по линии Салхино-Псоу. Рената Шакая побывала на объекте и выяснила, какие выводы сделали специалисты после осмотра туннеля.
Мониторинг деривационного туннеля начался 19 февраля. На время его осмотра работа Ингургэс была приостановлена. Состояние напорного деривационного туннеля диаметром 9,5 метров и протяженностью 15 километров давно вызывало беспокойство у энергетиков. По нему вода попадает на агрегаты и приводит их в движение. Однако почти половина воды утекает через трещины, которые образовались за годы эксплуатации туннеля. Срочные ремонтные работы необходимы во избежание катастрофы на плотине, говорят специалисты. Причиной сейчас остановки и необходимости инспектирования является повышенная фильтрация вдоль деривации. Мы наблюдаем где-то 12 кубических метров в секунду, что довольно большой уровень фильтрации. В год в электроэнергии это составляет 200-250 миллионов киловатт-часов. Кроме фильтрации, есть некоторые критические места, которые надо укреплять, чтобы в дальнейшем не было развития и не случилась серьезная авария, или КЭС не остановился на длительный период. Мониторинг туннеля проводили специалисты из разных стран, в том числе из России, Швейцарии, Франции, Китая, Австрии и Турции. Они-то и должны определить самые проблемные участки туннеля. Уже в октябре этого года будет проведен тендер и выбрана проектная компания, а в следующем году, начиная с февраля до начала июня, запланированы ремонтные работы. После осмотра туннеля специалистам стало ясно, что их беспокойство было не беспочвенным. Туннель находится в плачевном состоянии. Если не ремонтировать длительное время, это может обрушиться и вызвать остановку КЭС на очень длительный срок. Но сейчас, знаете, там сейчас много воды, точность оценить все очень сложно, но когда будет ремонт, мы будем осушать участки, перебрасывать эти маленькие плотины, делать, выкачивать их, и потом более детальное изучение будет. И после завершения работ мы оценим ситуацию и, может быть, примем решение еще одной остановки в 2019 году. В 2006 году прошел ремонт деривационного тоннеля. Тогда денег на выполнение капитального ремонта не было. Сейчас же, по словам Левана Мебони, кредит на ремонтные работы деривационного туннеля Ингургэс берет в Европейском банке развития в сумме 10 миллионов евро под гарантией правительства Грузии. Однако на эти деньги удастся провести ремонт лишь в самых критических местах, где сильно просачивается вода. Мы сейчас находимся в помещении дисковых затворов. Главный туннель кончается коллектором, и от коллектора 5 отдельных водоводов в каждой турбине. Здесь размещены затворы, которые используются при ремонте отдельной турбины. Леван Мебони сообщил, что отремонтирована ГЭС-1. Станция вырабатывает около 60 мегаватт и снабжает электроэнергией Гайские и Ачимчирские районы Абхазии. На ремонт 3 других перепадных ГЭС требуется около 90 миллионов евро. Денег этих пока нет. Они полностью раскручены, и пока там ничего не светится. Нет, в основном никак не подлежат. Подлежат, но это будет стоить около 80-90 миллионов евро. Еще надо другие организационные вопросы решать, найти финансирование, приступить. Что касается машинного зала самой Ингургэс, то и там проводятся ремонтные работы. Сейчас мы находимся в машинном зале. Здесь расположены 5 мощных турбин. Их работа сейчас приостановлена. После инспекции в машинном зале будет составлен и изучен дефектный план, а также выявлены наиболее критические сегменты, после чего можно будет приступить к необходимому ремонту в самых уязвимых местах этого, поражающего своей масштабностью, объекта. Вот в этих зеленых шинах проходит ток, выработанный генератором. 15 750 вольт. Который поступает на повышающий трансформатор, и после трансформатора мы получаем 500 тысяч вольт и 220 тысяч вольт, которые распределяются по энергосистеме. И в конечном итоге мы все получаем в своем доме или на заводе. Все узлы агрегата, вот если красное, значит авария, если желтое предупреждение, зеленое, все хорошо. Сейчас она недействительность показывает, так как в ремонте. Но при работе все параметры, все данные под лицом. Все. На днях туннель будет закрыт. Нужно около 4 дней на его заполнение. Еще 1 день на открытие заторов. И примерно к 3 марта работа возобновится в обычном режиме. Рената Шака, Алексей Гухава для событий недели. На нашем канале продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. По результатам жеребьевки сегодня в дебатах примут участие кандидаты от Бзыбского избирательного округа номер 10 и Баслатского избирательного округа номер 23.
В воскресенье, 26 февраля, в дебатах будут участвовать кандидаты от Иширского избирательного округа номер 21 и Дранского округа номер 26. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.